Привет, народ! Давненько не встречались. Ну вот, вчера в эти дни не удалось входить в прямой эфир. Вчера и позавчера, и до этого уже там в Ютубе сам письмо написал и так далее. Ну, друзья помогли, надо сказать. Так, спросил у моего коллеги, блогера, наверняка все знаете, охота и рыбалка в Якутии. Бродников Вячеслав в Жиганском районе живет. У него вчера спросил. Он сказал, так, ну, 15-16 YouTube сделал, вернее, у себя там в программе была прочистка пустых аккаунтов. Поэтому он сказал, может быть, вот поэтому. Надеюсь, так и будет держаться. Надеюсь, у них технические проблемы закончились. Вот. А я сам чуток захворал. Ну, уже выздоравливаю. Ну что, мужики? Вот у нас первый светлом, который вы видели. И вот сегодня представляю вторую, которая тоже светлом. Почему я так решил? Ну, очень хороший свет. Светлом. Ножик, ого, конечно. Вот такой. Кап такой идеальный. Не хотелось портить красоту природы. Прямой спуск, сатинирование. Так что будет два светлом, длина которого ровно 12 сантиметров. 12 сантиметров Эльмакс 2 светлом буду разыгрывать. Так что не в обиде, ребята, те, которые хотели в темном. Но, по-моему, за 100 рублей такие ножи любой купит. Вот, приобретет. А так нас стало около свыше, по-моему, 120. И тот самый вчера видео сделал, он сам объявился, который номер не написал. Вот. Так, и остальные, все, которые в последнее время оплатили, приобрели билет, они уже баночки. Надо это заметить. Вот. И некоторые спрашивают, можно изменить номер и так далее. Нет, ребята. Невозможно. Я не буду там ковыряться около... много там билетов. Немало. И мне надо найти тот самый билет и изъять из этого. Такого не будет. Все уже. Банк закрыта. Надо было заранее об этом думать. Позаботиться. А так, ножики готовы. Сегодня тест сниму. Второго светлом. Вот. Положу на канале и на инстаграме. А так, билеты буду принимать, конкретно решил вчера, ну, по нашему времени до утра, 20 числа. Если Wi-Fi, если YouTube ничего такого фокуса не сделает, в прямом эфире все будет. Из-за этого я очень рад, наконец-то. Вот. А так уже что-то волновался. Некоторые уже пишут там лотохрон, я знаю, негативные эмоции. Мы так подумали, мы знали, что так будет. Будешь кидать нас и так далее, и так далее. Есть такие люди, к сожалению, не верящие. Каждый свое, каждый человек по своей, как говорится, испорченности думает. Вот. Люди разные, ничего не поделаешь.
кто-то жаждет получить, а кто-то уже так просто типа разведка, там повезет, не повезет. Но таких немало. Есть такое. Вот, так что можете увеличивать шансы без проблем. И да, как сказал уже, сегодня тесты проведу по этому ножу конкретно. И там один человек попросил: на железку почему не пробуешь? Сказал: ну, алюминий есть, порежу, посмотрите. А так, этот рога Сахатова вот следы рубки обязательно рублю, чтоб колется, не колется, отсколы там, изъяны он сразу выводит. И потом строгаю. Ну, твердо. Она флористая и вязкая немножко, поэтому на клинке образовывает всякие засечки и так далее. После этого, надо сказать, это очень жесткий тест. Некоторые пишут там на консервной банке попробуйте и так далее. Но надо понимать одно. Нынче у Сахатова кожа не из металла, у кабана не из войлока, правильно? И у косоли то же самое, не из алюминия. Вроде животные, вроде кожа, мясо. Но по костям уже тест нормальный есть. Рубить, не рубить, калить, не калить, там это уже дело хозяйское. Ну там попробуй 200-й крузак новенький купи, да, образно говоря, и давай прямо по лесу там газани, там, я не знаю, камни, не камни, прямо там в дом ломись, бетонный и так далее. Жестко там. И по сравнению с УАЗиком, как он пойдет там? После этого, каким он будет, этот 200-й? Понимаете? Ну, вот такое. А есть действительно люди, которые ценят, это особенно охотники, промысловики, как пользуются, сразу вытеряют. И тут тоже надо потереть. И тут обязательно оставляется там кожа, остатки крови и так далее. Тряпочкой вытряхнул, сразу обратно нужно. Вот тут, чтобы в холоде не замерзало, потом засохнет, как клей, кровь. Тащить будет уже трудно. Поэтому надо чистить все. По грязи, по машинке катался, моешь машину, то же самое. Надо уход сделать с ножа. Уход должен быть за любым ножом. Не только такими, как в моих изделиях. Во всех. Надо уход маленький. Пару секунд. Сделал и все. Зато вечно. Служит, служит. И твоему сыну, внуку достанется. Тем более они пожизненной гарантией. Если захотел подарить, поправить, отправляйте. Без проблем. Поточу, поправлю. Вот так вот. Так что у меня две очень хорошие новости. Вечерком еще, возможно, выйду на связь. А так, ребята, с новой неделей. Новый год приближается. Делайте подарки. Покупайте, вернее. И что отрадно, сейчас у меня на заказе, хочу отметить, обязательно должен отметить, в последнее время жены стали заказывать. Непосредственно сегодня приступлю к этим заказам. Их, по-моему, там штук 5, по-моему. Вот. И таких жен надо уважать, ребят. Это действительно подарок от души. Было время, когда первые годы, как поженился, жена моя тоже мне подарила якутский нож.
местного производства. Вот. И я был очень рад. Этот нож до сих пор у меня есть. Я его почти практически не использую, просто смотрю и держу. Я знаю, какие у него там характеристики, да, использовал там на охоте и так далее. И много минусов нашел, много плюсов нашел. И я решил его оставить, и просто так лежит он у меня. Не в шкафу, не в сейфе, а буквально под подушкой. Вот так. Почему, спросите? Но это уже знак, это уже твоя жизнь, молодость, вспоминаешь те эмоции. Так что я очень уважаю таких жен, которые заботятся о своих мужьях, желают ему хорошей охоты и так далее. Таких надо на руках носить, ребят. Это очень радует, действительно. Так что советую, уважаемые дамы, 70% российского бюджета принадлежит дамам. Вот. Если вы нас по-настоящему любите и желаете вашему мужу, собственному любимому, сделать отличный подарок, да, это якутский нож. Без проблем. Сначала ножик подарите, в следующем году шуба ваша будет. Муж сделает. Как на том видео сказал. Внизу там, смотрите, про рыбалку там, про лодку там тоже был разговор. Ну вот, в этой неделе я отправлю этим прекрасным дамам их желанный ножик. И надо заметить, что жены тоже разбираются в ножах. Длина, какой цвет и так далее. И сталь даже разбирается. Ну, молодцы, девчонки. Так держать. Вот такой вот советик.